Программа включает в себя 2 курса. Первый курс по React.js и второй курс на Android Kotlin. Это веб-разработка и это мобильная разработка. Будет ли что-то новое? Да, в общем и целом, главная задача всех школ, всех конкурентов и всех компаний — это развивать IT в нашей стране. Поэтому мы работаем абсолютно со всеми компаниями. С теми, с кем мы не работаем, но у них открываются вакансии, мы сразу выходим с ними на связь и смотрим. Самое главное преимущество этой программы в том, что мы даем им технические скиллы, мы устраиваем их на работу, они уже начинают быть полноценными специалистами. Всем привет! В этом году ИМХОНА успешно запустила пилотный проект Bootcamp ProSkill в Таджикистане. По итогам кемпа было выпущено 20 студентов, 17 из которых уже трудоустроены или проходят стажировку в ведущих телекоммуникационных компаниях, финансовых институтах, аутсорсинговых компаниях и веб-студиях. Таким образом, 85% выпускников уже начали карьеру в столь востребованной в современном мире сфере, как тек. Хорошая новость. ИМХОНА запускает второй поток Bootcamp ProSkill 2. О том, что такое Bootcamp ProSkill 2, как он проходит, как можно принять участие, сегодня мы поговорим с представителем ИМХОНы Озотаму Фарму. Здравствуйте, Озотаму. Доброе утро. Итак, давайте начнем с самого главного. Что такое Bootcamp ProSkill? В чем его уникальность? Чем он отличается от стандартных медиакемпов, хакатонов, инкубаторов, где люди приходят и просто болтают? Наверное, уникальность — это самое подходящее слово, потому что, как вы сказали, очень много разных проводится курсов и инкубаторов и всего остального в Таджикистане, но мы задались абсолютно другой идеей и другой целью. ProSkills — это в первую очередь программа, которая помогает в трудоустройстве наших ребят. Вообще, что такое bootcamp? Bootcamp — это очень интенсивное изучение какой-либо темы для того, чтобы выпустить уже специалистов. Почему этот bootcamp, в принципе, уникальный и почему мы его так позиционируем? Во-первых, такой формат, он впервые в Таджикистане, и мы делаем его не одни, мы делаем его в сотрудничестве с международной компанией Pledges. То есть само по себе, по стандартам того, что мы даем нашим ребятам на курсе, это на голову выше, чем все остальные хакатоны, курсы и так далее, которые делаются на местном рынке. А чем вы можете похвастаться результатами прошедшего кемпа первого? Да, первый запуск у нас был буквально этой весной. Там мы взяли 20 человек, и 17 из них уже трудоустроили на работу. Было очень интересно наблюдать за ребятами. Для них это был новый формат, для нас это был абсолютно новый формат, но было очень много классных ребят, которые дошли до конца, они повысили свои скиллы, они действительно поняли, что они хотят развиваться дальше в программировании, они начали менторить наших других студентов, ассистировать, входить в какие-то международные комьюнити, становиться аламниками в разных организациях и очень востребованными специалистами на рынке. И это, конечно, мы ими безумно гордимся. У нас есть кейсы, когда ребята приезжали из других маленьких городков, например, из Астарафшана, находили работу во время курса, устраивались и полностью уже были релоцированы в Душанбе. То есть ребята поменяли свою жизнь и продолжают ее менять в лучшую сторону. А трудности и барьеры были? Да, конечно. Было несколько барьеров. Для начала нам сложно было найти людей и объяснить им, для чего вообще эта программа. Bootcamp предполагает, что ребята к нам приходят не с нулевыми знаниями, а уже что-то знают в программировании. И когда мы только афишировали этот курс, найти человека, у которого есть знания в программировании, который хочет дальше там развиваться и который хочет вообще, в принципе, поменять свою жизнь и работу, эта задача достаточно сложная. Мы набрали таких ребят, большую часть из них мы довели до конца. Были очень обидные кейсы, когда у нас человек проучился, но в какой-то момент он понял, что условно уехать в Россию на заработки ему выгоднее, чем стать программистом. И как бы мы ни бились, как бы мы ни пытались ему объяснить, что будущее за IT и будущее возможно в Таджикистане, к сожалению, у нас это не получилось. И было несколько таких кейсов с ребятами, которые не могли дойти до конца, что, конечно, нас очень сильно расстроило. Мы пересмотрели свой подход к тому, как мы подбираем людей. Вот как раз-таки на второй поток мы добавили больше вопросов на входящее интервью. Мы также поменяли нашу анкету,
Мы продумали моменты дополнительные в курсе, как добавить людей, чтобы, возможно, даже психологически или профессионально подготовить их стать частью какой-то команды, а не просто стать техническим специалистом. И еще несколько моментов, которые мы учли и которые мы сейчас уже включили в новый поток. То есть учимся на своих ошибках, будем работать дальше над усовершенствованием нашего буткемпа. А все ваши выпускники продолжают работать, либо проходить стажировку в тех компаниях, куда вы их устроили? Да, я могу сказать, что все выпускники, которые согласились на интерншипы, согласились на стажировки или согласились на работу, они также продолжают работать в этих местах. Мы с ними постоянно на связи, мы проверяем, как у них дела, нравится ли им, мы также в связи с их работодателями. Мы их в покое не оставим, то есть я это к тому, что мы будем следить дальше за продвижением их карьеры, возможно, если будут какие-то лучшие возможности, мы обязательно им будем предлагать, кто-то хочет выйти на международный рынок, кто-то хочет, наоборот, открыть свою компанию и так далее. Мы всегда открыты к тому, чтобы поддерживать наших выпускников. То есть вы их продолжаете менторство, не просто выпустился, иди, работай, гуляй, а вы еще за ними следите, что происходит? Да, конечно. Мы считаем, что создавая комьюнити выпускников, в будущем мы будем воспитывать намного больше специалистов, и как цепная реакция все больше и больше людей будут интересоваться IT. У нас также будет больше людей, которые в разных компаниях работают. То есть мы стараемся привлечь их не просто как, окей, вы наши студенты, вы закончили курс и ушли. Нет, вы теперь часть Ильмхоны, мы вас очень любим, мы вас всегда ждем обратно, и мы также от вас ждем какой-то приверженности нашим идеям, нашим проектам, и все в таком духе. Что ждать студентов на предстоящем кемпе, который вы будете проводить сейчас? Стартует он, если не ошибаюсь, 1 ноября, да? Да, он стартует уже 1 ноября. Программа включает в себя 2 курса. Первый курс по React.js и второй курс на Android Kotlin. Это веб-разработка и это мобильная разработка. Будет ли что-то новое? Да, в этот раз мы решили добавить очень много курсов по именно личностному росту, не курсов, а уроков по личностному росту, по профессиональному развитию, по тому, как правильно находить себя и как правильно проходить интервью, как правильно делать резюме и так далее. По истечении первого потока мы поняли, что это нужно, что во многих компаниях очень интересные этапы отбора, там есть технические задания, но также там есть очень интересные команды, в которые нужно и важно попасть, которые работают по разным направлениям. И наши ребята, особенно те, у которых нет никакого опыта работы, им очень сложно влиться в новый коллектив, им очень сложно стать именно частью IT-компании или IT-команды. Поэтому мы решили их готовить со всех сторон, чтобы уже, когда они вышли на работу, они понимали, как себя вести, как правильно развиваться и так далее. То есть в этот раз мы даем не только техническую часть и помогаем им устроиться на работу. В этот раз мы полностью со всех сторон упаковываем их как специалистов. То есть вы их учите навыкам презентирования, продавать, грубо говоря, самого себя, уметь верно. общаться? Да, верно. Все это и даже больше. Ну, мне кажется, это правильно, потому что IT — это все-таки, я считаю, что это творчество, как в каком-то виде. Как большинство творческих людей, они все зажатые. То есть они сидят в своем уголке, в своем миру, что-то работают, и надо их учить общаться, надо их учить презентовать, продавать самих себя. А кто будет преподавать? Наши менторы, они таджикские ребята, которые работают либо в международных компаниях, либо они очень хорошие профессионалы в своем деле, и плюс они практикующие IT-специалисты. То есть мы не берем людей, у которых есть только теория, а наши преподаватели, они работают, они знают, что актуально на рынке, они знают, что нужно, они сами разрабатывали программу, которая нужна именно для компаний в Таджикистане, и поэтому информация, которую они дают, и стиль преподавания, он максимально подходящий под запросы нашего рынка. Но также у нас есть менторы. Менторы — это тоже таджики, которые работают в разных международных компаниях. У нас есть ментор из Google, у нас есть ментор из Ericsson, у нас есть менторы еще из разных международных компаний. Они как раз-таки представлены к нашим ученикам и помогают им развиваться по лестнице вверх, потому что многие ребята условно приходят к нам, говоря, что мы хотим работать в Мета, мы хотим работать в Гугле, мы хотим работать в Фейсбуке и так далее, и у нас есть реальные кейсы людей, которые этого добились, которые также из Таджикистана, и это действительно помогает нашим ребятам понять, что это все возможно, и это реально, и они знают, куда двигаться. Как разрабатываются эти курсы? То есть это просто теория, или вы сотрудничаете с компаниями, которые делают запрос на создание определенных специалистов? Потому что у вас есть пул ваших партнеров.
Мы курс разрабатывали по тому, насколько актуальны языки программирования, которые мы преподаем. React.js и Android Kotlin — это два сейчас самых сильных направления, по которым всегда нужны специалисты у нас в Таджикистане, за рубежом и так далее. Плюс ребята, которые выйдут со знаниями от нас, они могут очень быстро переквалифицироваться, они могут охватить не только одно направление фронт-энд, но они могут стать фулл-стак разработчиками, они могут дальше уйти в бэк-энд с теми знаниями, которые у нас есть, и дальше на них накладывать другие. То есть мы взяли максимально стандартные, максимально оптимальные программы для того, чтобы наши ребята их изучали. Это первый момент. Второй момент по тому, как мы разрабатывали наши программы. Опять-таки из-за того, что наши инструкторы уже работают в разных организациях, они примерно понимают, что нужно. Мы не делали определенный запрос под определенную компанию, потому что мы понимали, что все равно у каждой компании достаточно узкая специализация, это телекоммуникации, да, или мы говорим про какие-то IT-студии и сервисы. И готовить человека в одном направлении, условно 20 человек, у которых потом возникнут проблемы с поиском работы, либо им нужны будут какие-то другие знания, мы не стали. Мы сделали более обширную программу для того, чтобы человек с теми знаниями, с которыми он вышел, во-первых, он мог уже работать и подбирать себе разные вакансии, а во-вторых, дальше куда-то тоже развиваться, то есть не в одном узком направлении. То есть это не заказ со стороны ваших партнеров? Нет, это абсолютно не заказ со стороны наших партнеров, но, конечно, мы мониторим вакансии, мы смотрим, кто где нужен. Перед тем, как мы отправляем на собеседование, мы связываемся с компаниями, и мы спрашиваем, какие будут обязанности у человека, что ему нужно и так далее. Так как мы начали это делать примерно за месяц до того, как ребята выпустились, мы уже могли дать нашим ребятам рекомендации, где что им подтянуть. Также это не просто теория, наши ребята готовят портфолио на GitHub, айтишники меня поймут, то есть они выходят уже с готовыми портфолио, то, что они могут показать своим будущим работодателям. Не просто сказать, да, я знаю это или я знаю то, но показать реальные кейсы. Также в конце каждого курса в Илмхоне, и тем более про skills, мы делаем Demo Day. Demo Day — это открытый урок, на котором они показывают свои финальные работы и на который может прийти любой желающий. Например, на первый поток ProSkills пришло очень много представителей разных компаний, и они уже смотрели, как человек себя презентует, что у него за работа, как он ее выполнил и так далее. Были айтишники, которые задавали каверзные вопросы, были HR-представители, которые больше прощупывали ребят по то, подходят они или нет компаниям. То есть мы за то, чтобы это все можно было применять в реальном мире, а не просто получить сертификат и там заняться чем-то еще. А студенты, которые заканчивают этот кэмп, они могут трудоустроиться только у ваших партнеров или могут пойти к их конкурентам? Понятие партнерства и конкуренция в Таджикистане именно в рынке IT, оно не совсем актуально, потому что рынок очень маленький. Мы все друг друга знаем, мы все сотрудничаем. Бывает так, что мы делимся специалистами друг с другом, и это абсолютно нормальная практика, потому что в общем и целом главная задача всех школ, всех конкурентов и всех компаний — это развивать IT в нашей стране. Поэтому мы работаем абсолютно со всеми компаниями, с теми, с кем мы не работаем, но у них открываются вакансии, мы сразу выходим с ними на связь и смотрим. Конечно же, рассуждать о том, что мы кому-то можем не отдать на работу из-за конкуренции, нет, такого вопроса не стоит. Мы всегда в первую очередь защищаем интересы наших ребят. Мы у наших ребят спрашиваем, где вы бы хотели работать, где вы себя видите и так далее, и по их интересам стараемся устроить их сначала в компании их выбора, а дальше уже смотрим по всем остальным компаниям, которые предложены на рынке, и вакансиям. Кто может поступить? Только студенты, что уже имеют опыт программирования и определенные скиллы? Программа ProSkills, она как раз-таки рассчитана на людей, у которых есть определенные знания. Например, для React.js, если у них есть понятия HTML и CSS, какие-то даже базовые, то они уже могут прийти к нам на интервью. На интервью мы задаем технические вопросы, даем логическую задачку и смотрим, вообще человек потянет или нет. На Android, неважно, какой язык программирования они знают, главное, чтобы они умели немножко уже ориентироваться по тому, что они делают. А дальше мы уже сами всему научим. Поэтому нет, с нуля ребята к нам не попадут. Нам нужны ребята, которые уже что-то знают в программировании, но у самой Илмхоны есть несколько курсов программирования с нуля, Android 1, Android 2 и так далее, которые можно пройти сначала и потом уже попасть на программу ProSkills. Да? А возрастные ограничения?
Есть возрастные ограничения, так как ProSkills — это в первую очередь программа по трудоустройству. Человеку должно быть как минимум 18 лет, и он должен иметь возможность работать на территории Таджикистана. Это вот минимальный момент. От 18 до? Ой, там всем возрастам IT покорно, как говорится. То есть без эйджизма? Абсолютно. Хорошо. А языковые барьеры? Мы преподаем на русском языке. Если человек понимает русский язык, даже если он на нем не говорит, это очень хорошо. И если есть хотя бы какие-то базовые знания английского, именно технического, это, конечно, очень тоже сильно помогает. То есть программа ProSkills — это программа по трудоустройству. Она делится на 2 курса. Курс по React.js и курс по Android на Kotlin. Курс длится 3 месяца. Он идет очень интенсивно, каждый день по 4 часа. Время будет обговариваться заранее с учениками. И на протяжении этого времени вы не только получите какие-то теоретические знания, но также вы соберете себе целое портфолио из работ. Плюс мы вас познакомим с разными компаниями в Таджикистане. Мы будем отправлять вас на интервью в разные компании до момента, пока вы не найдете работу своей мечты. Мы также помогаем устроиться за рубеж. У нас были кейсы, когда ребята в силу учебы или так далее уезжали за рубеж, и мы там помогали им найти стажировки. То есть программа ProSkills дает очень-очень много возможностей для того, чтобы стать очень хорошим специалистом. Это офлайн? Да, это офлайн. Нужно быть на курсах, присутствовать в офисе 4 часа каждый день. Практические теоретические знания. Если у вас нет ноутбука, это нормально. Мы выдаем нашим ребятам ноутбуки по запросам. Если у вас что-то не получается по времени, мы тоже это можем обговорить. То есть мы достаточно гибкие в очень многих вопросах, и мы можем пойти вам навстречу. Для нас главное видеть ваши желания и тот потенциал, который у вас есть. И сколько стоит все это? Программа стоит плюс-минус 17 тысяч сомони. Но стоимость этой программы разделяется по принципу Income Share Agreement. Сейчас я об этом расскажу. Как я говорила ранее, эта программа запущена вместе с партнерами Pledges компании, которая изначально оплачивает эту стоимость для студентов. Ситуация заключается в том, что студент должен сначала заплатить 5 или 10% от данной стоимости, пройти все 3 месяца обучения, и дальше он возвращает нам остальную часть только при трудоустройстве. То есть, если мы трудоустраиваем человека в сфере IT, он выходит на работу, проходит несколько месяцев, он четко понимает, что он хочет в этом развиваться и дальше, потом он начинает выплачивать нам обратно какую-то минимальную сумму, комфортную для него. Также для нас это все прописано в контракте на протяжении того времени, пока он работает и пока он не погасит полную сумму. То есть мы понимаем, что это достаточно большие деньги для Таджикистана, для ребят, которые только ищут себя, или для ребят, которые не могут выйти на работу, и поэтому во время того, когда они обучаются, мы с них все финансовые обязательства снимаем. Мы хотим, чтобы они были полностью сфокусированы на том, чтобы зайти в рынок IT. Далее, когда они уже устраиваются на работу с нашей помощью, опять-таки это все прописано в контракте, начинают зарабатывать уже деньги, они могут потихоньку начинать нам выплачивать данную сумму. Вот, и это самое главное преимущество этой программы в том, что мы даем им технические скиллы, мы устраиваем их на работу, они уже начинают быть полноценными специалистами, и потом они возвращают нам обратно деньги. То есть, если они не устроились на работу в IT, либо еще какие-то получились форс-мажоры, они нам ничего не должны. То есть мы не будем требовать с них денег. Второй поток запускается уже совсем скоро, 1 ноября. Мы очень ждем ребят, которые хотят поменять свою жизнь, которые хотят продвинуться в сфере IT, особенно в сфере веб-разработки, либо мобильной разработки. Сейчас это очень актуально на нашем рынке, это очень актуально вообще в целом в мире. Наши ребята, они становятся специалистами. Они приходят к нам без каких-то сильных технических навыков, но с большим желанием, и выпускаются уже профессионалами, которые готовы зайти на рынок как джуниор-разработчики. И это очень круто, это очень здорово. С каждым следующим потоком мы планируем расти, мы планируем дальше продолжать их развивать, и выращивать очень хороших специалистов на рынке, поэтому
Это очень-очень крутая возможность, особенно если учитывать тот факт, что вы нам ничего не должны, пока мы вас не трудоустроим на работу, то, что вы получите знания от самых топовых IT-специалистов, то, что вы сразу сможете найти людей, которые мыслят так же, как и вы, влиться в это комьюнити айтишников, подучить также английский язык, поднять какие-то свои личностные навыки и когнитивные способности прокачать. То есть, в общем и целом, это очень классный пакет услуг, которые вы можете получить, присоединившись к программе ProSkills. Поэтому мы всех вас очень-очень ждем. Подробная информация будет на веб-сайте. Пожалуйста, проходите, звоните, всех проконсультируем и всем добро пожаловать к нам в Имхону. Спасибо большое.